И если у кого-то есть, кто-то нашел то место, где мы это проходили, пожалуйста, откройте, и сейчас будем читать перевод. Почему здесь две палочки? Предложение заканчивается. Ну да, ну потому что это у нас четверостишие, эта строка есть четверостишие. Поэтому у нас что в конце? Две палочки. И как у нас переводится эта строка? Записывайте и потом будем переводить. Александр просто не... Александр просто сел. Так, Александр, вы писали? Я же отдал. Да. Кидал. Вот такое. Хорошо. Вот я смотрю, что получается. Ну, хорошо, я смотрю. Ой, а вы учились писать, да? Да. Отлично, отлично. Слушайте, это просто прекрасно. Все написали, да? Я смотрю, даже писать еще не забыли. Уже хорошо. Ну и что же это значит? Я обращаюсь к тем, кто ходил хотя бы на последнее занятие. Те, кто не ходил на последнее занятие, я не обращаюсь. Здесь должно быть, по крайней мере, 3 человека, которые должны помнить, что это значит. Смотрите, у нас в записях где-то должно быть. Кто, что, Дальше. который. Кто, что и что, извините? Нет, что, это кто? Давайте, поехали. Это у нас что? Что? Дальше. Как? Тоже что по большому счету. Дальше. Кто? Дальше. Который? Который иногда может быть и кто, иногда может быть и который. Мы об этом говорили в прошлый раз. Давайте еще раз запишем. Дальше это у нас что? Вот это вот слово, следующее. Это слово у нас несколько раз было. Не несколько раз, а много раз. Если вы не помните слово, которое мы с вами проходили прежде, для того, чтобы закрепить в своей памяти значение этого слова, необходимо открыть словарь, найти его и выписать. И через какое-то время, когда мы выпишем это раз 20 или 30, вы, наверное, запомните. То есть для того, чтобы запомнилось, надо снова и снова повторять. Иначе мы не запомним это слово, оно так и останется у нас нерабочим. Давайте переведем его. Что это значит? Причем у нас обнаружили, что на планшетах этот словарь работает лучше, чем на телефонах, но я вынужден заявить, что я обзавелся Samsung специально для этих целей, и у меня все работает. Нет, это не реклама. Это я к тому, что уже гнилые отмазки не прокатят, как говорится. То есть у меня на телефоне работает, у остальных должны работать тоже. Господин Ешки точно должен знать это слово. Вот без него-то он никак обойтись не мог. Чи? Это слово определение Манна привел. Определение? Как это? Каким словом он определил? Definition не может быть. Серьезно. Давайте я проверю сам тогда слово. Общее. Да, общее. Это мы уже много раз проходили. То есть
если есть общее, то есть, соответственно, и частное. Вот это вот само по себе слово имеет значение как общее, общий. И так может быть. А дальше второе слово. Несколько разных по значению. Какие, например, какие значения? Звук Звук. или понятие. Дальше. Терм это же Термин. термин. А рор, я не знаю, что. Ну, roar это рычание. Roar нам не нужен пока. У нас это может переводиться несколькими словами, обычно мы переводим как слово. То есть получается какое-то непонятное у нас общее слово. А мин это разве не слово? Мин это и слово, и имя. Здесь чуть разные вещи, не будем сейчас углубляться пока. И дальше у нас идет частица Т. Что она значит Т? Кто-нибудь помнит? Что-то еще. Не закончено. У нас незаконченное предложение. То есть что он пытается сказать? Вот эти вот частицы какие? Чи, чи, су, кам. Вот эти частицы, они развиваются у нас. Чиджа, какое-то непонятное общее слово. И что-то у нас сейчас будет продолжаться. То есть вы хотите сказать «а далее», или «а также», или «затем». Непонятно что, сейчас мы будем читать дальше. То есть, что мы сейчас сделали? Мы перечислили частицы, мы их обозвали. Сейчас мы будем говорить, что они значат. То есть, вот это я предназначаю для вас. То есть, этот текст работает таким образом. Мы с вами проходим так называемый, у нас это переведено на русский язык как «Владыка леса», да? Это совершенно неправильный перевод, но неважно. Владыку леса, и у нас во Владыке леса в общей сложности структура каждой из частей строится так. Он сперва дает сами частицы, дальше он объясняет, как они называются, и далее он говорит, как они используются, как они применяются. То есть обычно это то, как он работает, то есть автор этого текста. И вот он говорит у нас, есть частицы чи-чи, сукам, чиджа-те. То есть это по-нашему будет это вопросительные слова или вопросительные местоимения, и вместе с ними некоторые из них могут использоваться как относительные местоимения, то есть тот, который и так далее. И здесь это он говорит, мы это уже проходили, но начнем заново, ничего. А то, что в тексте там дымбу Что дубу? на Т, это у них опечатка, что ли? А, да, извините, пожалуйста. Я просто вверху написал, не очень, видимо, заметно. Сегодня у нас будет не очень долгое занятие. Я хочу, чтобы вы ушли хотя бы с маленьким желанием снова сюда вернуться. Поэтому я попытаюсь сегодня вас сильно не задерживать. И в конце занятия нам надо будет определиться с датой, когда у нас будет следующее занятие. Потому что я буду вынужден уехать в начале октября на 10 дней. То есть мы пропустим с вами 2 занятия минимум. Но, как обычно, к зиме у нас все стабилизируется. Как обычно. Сейчас у нас навигация закроется, и все стабилизируется. Ну и давайте попробуем перевести вот эту вот строку. Что она может значить? Как? После па вот эта буква. Вот это вот? Да, вот это. Ой, это я так рад пишу. Не переводите все эти, просто попытайтесь вспомнить по записям, которые мы делали прежде, что значит эта фраза. Потому что она чуть-чуть сложнее, чем предыдущие. Попытайтесь вспомнить, что могло бы это вообще значить. У кого-нибудь есть это в текстах? Нашли? Это у вас распечатка только коренной текст, да? А комментария нет у вас? Понятно. Ну, ничего. И что у нас получается? Что там у кого-нибудь есть? Посмотрите. В переводе что он говорит? Ну, тут просто дословно.
То есть вместе с... Ну так неинтересно. Не, ну реально так неинтересно. Ну ладно. Ага, у вас С здесь... этим не пользуюсь. Вот, давайте. Сейчас вы нам скажете, что там значит это все. То есть, смотрите, здесь он перечисляет. Здесь он перечислил у нас первую частицу, вторую, третью, четвертую, обозвал их вот таким вот образом. Дальше он говорит, в конце у нас что? Чи. То есть из 4 частиц с чи, с первой частицы чи пишутся следующие частицы. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ла это она обозначает, то есть это лады, один из падежных показателей. Здесь он не является частицей, которая присоединяется к верхней частице первой. То есть таким образом он говорит о том, что в тибетском языке есть вот эти вот слова, вопросительные слова или местоимения, к которым, если присоединить вот эти вот слова, образуют новые, большей частью вопросительные. И вот он говорит, что с вот эти вот частицы, они соединяются только с чи. То есть у них есть небольшая проблема грамматическая. Дело в том, что в старых тибетских текстах очень часто все вот эти вышеперечисленные частицы, щик, те, ле, да, чир, ла, чир, вот эти 5, они могли писаться как с чи, с этой вот, так и с этой чи. То есть они могли и так писаться, и это. И поэтому здесь он в соответствии с, видимо, использованием того времени, когда писал этот автор, они разделили эти частицы. То есть некоторые из тех частиц, которые будут сейчас приводиться, они стали писаться только с чи, и уже не пишутся с джи. Некоторые из них пишутся только с джи, но не пишутся с чи. Это понятно? Смысл понятен? И вот здесь он говорит, то есть, что это получается? То есть, теперь смотрите, давайте соединим всех, напишем для себя и будем постепенно выводить смысл. Вот это вот будет чищик. Вторая, смотрите, чите. Третья будет чиле. Это все слова. Большинство из них вопросительные. Чиле. Дальше чида и чичир. А что у вас еще написано? Мы это с вами прошли на... Ага, и у нас даже есть примеры. Давайте я сейчас у вас сфотографирую примеры, которые мы уже прошли, чтобы мы их снова еще раз прошли. И мы остановились, если не ошибаюсь, по-моему, на су, да? Написали? Выписываем эти слова, и сейчас мы одно за другим, каждый из них пройдем и двинемся дальше. Сейчас по-быстрому. Так, вот это вот одно. И он там второе, да? А что же, туда это не получилось? Ну, спасибо.
Переписали, да? Погибли. Ну и первое, смотрите. Щик на что похож у нас? Помните, мы с вами проходили? Нет. Не помните, да? Это один. Это один. Чищик, то есть это у них происходит интересные заменения в тибетском языке, то есть числительное один, вы, наверное, помните, как у нас пишется, вот так вот у нас пишется. Вот этот чик. У него отпало почему-то первая га, и ча превратилась, в некоторых случаях превращается в щик. То есть, скорее всего, это изменения, зависящие от позиции. И у нас получается чи-щик, это значит какой-то некий один. Чи-щик, то есть какой. И вот у нас вот на прошлом занятии мы писали, что, какой, который. То есть это слово чи-щик может значить что, какой, который. Имеет все эти три значения. Поэтому, как я уже говорил прежде, если мы читаем какой-то текст, попробуй, всегда необходимо пытаться читать сразу несколько комбинаций. То есть, если вот вы, например, читаете и встречаете вот это вот чи-щик, то надо посмотреть не только чи и щик, но надо посмотреть и чи-щик на всякий случай. Потому что чи-щик может обозначать что-то новое, помимо того, что по раздельности обозначает и чи, и щик. Дальше идет чите. Чите у нас обозначает, у вас, нет, надо написать пример. Давайте будем писать пример. Давайте будем тихонечко расписываться. Потому что мы давно с вами, наверное, не писали, по крайней мере, многие из вас. Надо тихонечко писать и вспоминать, как это происходит. И будем вместе читать, все вместе, хорошо? И вот у него дано было ди-чищик. Ди это что это у нас? Этот. Чищик это какой, который. В данном случае у нас здесь написано, ну вот в вашем переводе здесь написано такой. Ну, можно перевести как такой. Ди-чищик, то есть что это такое? Или что это такое? Какое это? Ну, давайте переведем только как что это такое. С этим понятно, да? В принципе, я надеюсь, ни у кого с этим проблем не возникает. Это понятно? Вам это понятно? Да. Хорошо. Дальше мы посмотрим еще один пример с этим словом. Ну и давайте попытаемся перевести это предложение. У вас оно уже переведено, мы пытаемся перевести его снова. Что это у нас? Тебе. Нет. Первое значение какое? Хе. Вы. Ты. Если бы это было хе, это было бы вы. Здесь у нас ке. Значение ты. После ке у нас есть какая-нибудь частица? Да, точно. Нет, скорее всего, это тогда именительный падеж. Значит, ты. Дальше. Ме это что это такое? Нет. Нет. Она. Если. Когда если? В данном случае если. Если тебя нет. То что? Нор что это у нас? Богатство. Нор может быть ошибка, нор может быть богатство. Нор еще имеет одно из значений, но это просто так объясню. Дело в том, что для тибетцев скот обозначал богатство. Соответственно, иногда под нор может подразумеваться и богатый скот.
в смысле богатства, то есть как богатство и рогатый скот. Но обычно мы переводим это просто как богатство. Если тебя нет, без тебя, нор это богатство. Дальше что у нас идет? Частицы денег. Орудный падеж. Орудный падеж отвечает на какие вопросы? Чем? Это то же самое, что и творит. Богатством. Чищик. Какое значение в данном лучше подойдет всего? Лучше всего какое подойдет значение из тех, которые мы записали с вами? Если тебя нет, богатством какой? Осмысленно получается. Мы всю жизнь так разговариваем. Если тебя нет, какой? Богатством какой? Да, что делать с богатством, если тебя нет? Если тебя нет, богатством какой такой? Всякой. И вот это что это у нас? Делать. Почему? В будущем времени. Что это у нас получается в конце предложения? Что это у нас стоит? Глагол. То есть, если мы сделаем синтаксический разбор, то на первом месте у нас подлежащее, на последнем сказуемое. И все остальное у нас пляшет посередине. То есть, получается, первое, второе. То есть, если тебя нет, но на самом деле я вру, конечно, естественно. Конечно, я вру, потому что здесь у нас нор есть чича. У нас получается, да, подлежащее богатством, что делать. Но имеется в виду, что вот это вот, если тебя нет, это одно у нас, и что делать богатством, это второго. Здесь вот богатство он делает. То есть не всегда частица это деятельная, она как бы за действие отвечает. Не всегда. Это проблема, не всегда. Не всегда. Но здесь вот, в принципе, получается понятно, что при этом условии, когда, если тебя нет, то норги богатством. Чищик, вот в данном случае, это здесь описывается пример, где значение что. Не какой, а что. То есть чищик ча, то есть что делать, если нет. И здесь вот ча, видите, это будущее время. Да. А на в данном случае показать одновременно с действием? Нет, на значит частицу если. Да. На может значить несколько имеет значений, на может значить когда. То есть можно было бы при большом желании перевести когда тебя нет. Но на самом деле здесь лучше перевести если. Если тебя нет, зачем мне богатство? Смысл такой. Что делать богатством? Зачем мне богатство? Можно попросить прочитать все предложение целиком? Кемена, вот и есть даже такая песня Кемена, то есть если тебя нет. Кемена, норги, тишик, ча. Ча у нас в каком тоне читается? Тишик, ча. В каком тоне это читается? Низком. Почему? Ну потому что это ба. И? Кроме того, что это ба, да, нет, отсутствует что-либо, что могло бы повысить тон. То есть у нас нет никаких предписных. Вы проходили у себя там в Дацане? Я, конечно, видел всякие Дацан. Но это у вас какой-то питерско-датанский Дацан. Можно вопросик? Вот там, если в первом предложении поставить ди чишик песон, будет пришел дир чишик песон. Дирчижик песом, можно и так, да, в принципе можно. Это читается. Дело в том, что то, как мы здесь читаем, это, наверное, в какой-то мере отличается от того, что вы проходили. Поэтому я просил бы вас посмотрите уроки с 1 по 20, не так много. Если вы хотите с нами ходить, попробуйте тоже. С 1 по 20 это не так, даже 1 по 10 будет достаточно. Главное вам позже как-то стараться дойти то, что вот мы прошли, потому что этот грамматический текст мы его заканчиваем. Мы закончим, и мы будем заниматься с вами переводом текстов. То есть это то, чем я хочу сейчас заняться. Мы закончим грамматический текст, некоторое время мы занимаемся переводами, и потом мы будем переходить постепенно к разговорному языку. То есть если вы хотите с нами заниматься, то есть вот у нас где-то проходит это приблизительно вот так, когда-то лучше, когда-то хуже, и мы будем двигаться приблизительно вот так. То есть и в следующие разы, когда мы будем заниматься текстом, я буду писать. Мы будем все время нарабатывать письмо, то есть, потому что наша моторика тонкая в руках, она связана с нашей головой. И мы будем постоянно писать и постоянно пытаться запоминать не только на визуальном уровне, но и на механическом, то есть так, чтобы вы могли прописывать. И в конечном итоге я надеюсь, что у нас это выльется во что-то серьезное. Я об этом уже говорил на камеру много раз, так что мне не стыдно уже.
Я надеюсь, что мы сможем с вами в конце концов что-то переводить. Потому что просто так заниматься по вечерам, теряя время, чтобы хорошо провести время и сделать умный вид, и потом говорить людям, что я занимаюсь тибетским. Я думаю, что это, конечно, может быть очень и клево, но это не то, к чему мы стремимся. Я хотел бы, чтобы в конечном итоге мы что-то переводили. И я надеюсь, у нас это получится. Да, и дальше будем работать. Поэтому я надеюсь, что вы успеваете за мной писать, да? Да, да. А как вы? Вы еще, по-моему, даже писать не умеете, да? Да, я, честно говоря, не подготовился, я больше очки не взял, я не вижу, напрягаюсь и не успеваю, я решил сегодня послушать. Сегодня просто послушайте и обязательно постарайтесь посмотреть хотя бы до 10-го урока и пройти материал. Не просто посмотреть, пройти материал с нами. Это не сложно, там очень все легко. Большей частью мы здесь просто шутим. И ничего не занимаемся. Вот слышали, да? Здоровый смех. А ну что, подвергнем Александру астракизму или как? Или не будем? Чилеш, ты как это переводится? Чиле. Посмотрите, у вас в словаре, просто давайте проверимся на всякий случай. В словаре у вас должно быть это слово. Насчет словарей, вы знаете, какими пользоваться словарями? Да. Вы чем вы пользуетесь? Всем, что есть. Нет, дело в том, что... Лирика, Нет, Рерих это 19-й, Рерих это не работает совершенно. Парфенович, да, ну, Парфенович, ну это тоже не то, что нам нужно. Дело в том, что сейчас есть отличные электронные словари. И вот здесь вот у ребят, посмотрите, они все пользуются, кто сидит на андроиде, большинство пользуются так называемым словарем Монлан. Он тибетско-английский. Те, кто сидит на Apple, пользуются, есть другой словарь, я не помню, там какой-то тибетско-английский, он бесплатно качается в, как он называется, Apple Store. То есть скачайте, пожалуйста, наверняка у всех есть девайсы, на телефонах это отлично работает, я проверял. Так вот, потому что Рерих и Парфенович, ну это в самом деле, они устарели, они морально устарели давно. Давно. Хорошие словари были до 50-го года 20 века. Чиле-ду. Или Чиле-ду тоже так можно. И что это, как это значит? Слова ничего, я так понимаю. Он аккаунт. Не знаю такого. Ли обычно переводится для чего? Чиле-ду это значит для чего, ради чего. Я перескочил, что ли? нет. Я перескочил, да? Ну ладно, давайте Чиле перейдем. Чиле это значит ради чего? Просто тогда записывайте, сейчас мы пойдем дальше. Чите как переводится у вас? У вас записано это. Если почему зачем? Если, почему, зачем? То есть странный перевод, но переводится вот так. Если, почему, зачем? Вот это вот то, что мы сейчас пишем, все эти частицы, это не разговорные, это письменный язык. Я на всякий случай напишу вам, как это будет. Кельте. Это очень странно. Как из чите можно было получить кельте, я не знаю. Вообще само слово кель очень странное. Но вот оно есть такое. Кельте это то же самое будет, но уже в разговорном языке. И я напишу еще один синоним. На самом деле в этом нет необходимости, но уж если мы начали. Как это читается? Кельси. Очень часто вот эта ла не звучит совершенно, она придает только смягчение. У нас получается кеси. Что значит если? И вот это вот кеси последнее в разговорном языке используется каждые 5 секунд.
как правило. Дело в том, что опять-таки есть диалекты. Мы об этом уже говорили миллиарды раз, но давайте, так как у нас снова сейчас, у нас мы начинаем заниматься после длительного перерыва, давайте потихонечку будем вспоминать это все. Будем тихонечко это делать. Смотрите, вот это слово читается пел, иногда читается пал. Есть несколько диалектов, где одно и то же читается по-разному. Смотрите, у нас вот ла. Это что это у нас? Ну-ка давайте потихонечку будем разбираться. Что это у нас ла? Суффикс. Это у нас будет корневая, это предписная, а это приписная. Вот она смягчает предыдущий слог, то есть у нас здесь должно быть теоретически но в некоторых диалектах она читается как а. Такого быть не должно, но так есть. И поэтому у нас тут говорят пал, соответственно, будет палден. Иногда бывает пелден, а иногда эти гадины из-за вот этого ла дают назализацию и читают пенден. То есть вы понимаете, это три разных произношения одного и того же. Ну, в принципе, русскому языку это тоже свойственно. Есть так называемый, я ни разу вживую не слышал, но говорят, что есть такой вологодский выговор, и где получается молоко, есть среднерусский выговор, где читают молоко, потому что там о, она становится, меняется и произносится не как о, а, говорят молоко, а есть, где происходит гласное практически выбрасывается, люди говорят молоко. То есть, видите, это три разных произношения. То есть нам не стоит удивляться тому, что тибетцы творили со своим языком. Во-первых, это их язык. Во-вторых, ну, мы занимаемся практически тем же в русском языке, чем занимаются они у себя в тибетском. Главное знать, что если кто-то произносит палден или пелден, или, дай Боже, пенден, это нормально. Это то, как иногда бывает. Вот это что за слово? Гелва, что такое гелва? Победитель или победоносный. Может читаться как гелва, но читается как гелва. То есть вот так читают. Ну и давайте здесь напишем, может, пару примеров. Как вы? Для первого давайте напишем пример. Что у нас написано? Что у нас написано? Давайте прочитаем. Чиледу Джо. Ну как вы произносите последнее? Слушайте, у вас чистый питерский акцент. Тибетского языка. Ну, вам надо посмотреть занятия наши, потому что я не буду сейчас в это вдаваться. Те, кто к нам ходил, как это у нас читается? Джо. Джо. И читается это, если прочитать полностью чтение, ау, карата, Джо. Какой это тон? Джо. Я вас прошу. Ау повышает. Ау повышает. Высокий тон, то есть получается
Это будет не джо, а джо. Джо. Аугар это джо. Джо это значит идти. Какое это у нас время? Это глагол у нас. Раскрою тайну. Какое это время у нас? Настоящее. А какое еще может быть? Будущее. То есть обычно с этой вот бедой, с предписной А, и глагольные формы, которые имеют вот эту вот предписную А, это либо будущее, либо настоящее время. Как правило. В большинстве случаев это не стопроцентное правило, но как правило. А глагол Джо мы с вами писали. Мы больше того, я говорил, что надо выписывать их в отдельные таблички и заучивать, как отче наш. Я что-то не вижу, что вы хотите заучивать. Ходить это просто. Идти куда-либо. Не уходить, а идти куда-либо. И получается, давайте переведем. Теледу Джо как переводится? Учитывая то, что мы уже сейчас выяснили, и то, что мы с вами до этого говорили про теледу. Ради чего? Да, теледу Джо. Почему это должен идти? Зачем? Ради чего? Аду, что это у нас? Давайте подумаем, что это у нас? Так много. Так. Нет, в данном случае это немного, это частиц. Какой у нас частиц? Потому что там. Да, вот это то, о чем мы говорим. Если вы видите здесь какое-то слово, у которого много значений, посмотрите, что стоит до этого слова. Ду наставится перед чем? После чего, точнее? После да. Значит, есть большая вероятность того, что это не слово дым, не слово много, а что, скорее всего, это частица. Здесь учили ду. То есть, зачем иду указывает на падеж. В данном случае она вспомогательная, то есть ради чего? Диледудо. Диледудо. Написали? С этим понятно, в принципе, более-менее? Если бы тут не было ду... Мы обошлись бы прекрасно. Мы бы прекрасно обошлись без этой ду. Да. В этом вот проблема. Очень часто, то есть, как во все языки, по большому счету, они нелогичны. То есть, очень часто в них отсутствует какая-то вот такая вот очевидная логика. И если мы ставим эту частицу или не ставим эту частицу, не всегда понятно, зачем она. Череду, куда я иду, а куда вы идете спросить? Куда вы идете? Да. А как вы думаете, как это писать? Куда вы идете? Ну давайте напишем. Диктуйте мне. Кава, череду. Ну сперва с чего мы начнем? Лучше всего с чего начать? Вы. Вы. Хе. Мы не будем писать керам, мы пока будем вот обходиться короткими формами. Ке, видите вот это? Ке, это вы. Дальше что у нас будет? Так. Джо. Да? Это настоящее или будущее время? Куда вы идете или куда вы направитесь? Кек, надо. Но обычно это в настоящее время. Куда ты идешь? Вообще, как я уже говорил прежде, у многих народов в Центральной Азии было туго со временем. То есть они отлично осознавали прошедшее время, хорошо понимали, что такое настоящее, и имели слабое представление о том, что такое будущее время. Об этом можно очень легко судить о том, как образуется у них форма будущего времени. То же самое можно сказать об английском. Недавно мы об этом говорили, нам объяснял преподаватель, говорил о том, что в английском очень часто, например, простая форма будущего времени образуется словом will, которое обозначает волю или какое-то целеположение. То есть имеется в виду, что I will do something, то есть я собираюсь, я вот хочу, я изъявляю такую волю сделать что-то. То есть у них это указывает на то, что, видимо, тоже у них в Англии с будущим было как не очень они осознавали это будущее. Пойдемте дальше. У нас теперь... Кто не помнит вторую часть этого слова? Кто помнит вторую часть этого слова?
помните. Да, ищите. А вы тоже занимались прежде тибетским языком? Нет, А как вы так быстро пишете? я не пишу быстро. Так это же незнакомый для вас язык. Или вы срисовываете? Ну, я пытаюсь. Феноменально. Срисовываете на такой скорости. Это хорошо. Вам надо заняться египетским, старым. Древнего царства. У них там все было картинками, представляете себе? Вот они пока нарисуют, напишут, там, например, я пошел вчера за хлебом. У них получается такое развернутое полотно. Ну что же, чида, как да, это что это такое? Я предупреждал, не помните, лезем в словарь. Сильный? Сильный, нет? Нет, с каких-то пор у нас сильно усиленный. Это откуда это у нас такое? Ересь такая, это откуда у нас такая ересь? Где это такое взяли? Похожий. Похожий. А чи у нас что это? Чи это что, как переводится у нас? Что? Чида получается это какой? Похоже на что? Чида. Чида ждут, то есть, ну, похоже на что? Какой? И здесь он дает пример, в этом учебничке он дает замечательный пример. И я попрошу вас сразу же, пока пишете, думайте о том, что сейчас вам придется залезть в словарь и перевести это предложение. Слава Богу, они очень короткие. Из этого мы что-то знаем с вами, что-то не знаем. Вот это что это у нас такое? Разговорный. Ну что это? Неважно. Разговор. Что это? Существовать, да. Это у нас глагол существовать. Мы его с вами проходили миллион раз. Ну или два даже. А ё. Йоу. Да, есть такое, но не в данном случае. Чида это у нас что это? Только мы что с вами прошли. И нам надо привести с вами вот это вот длинное, замечательное слово. Давайте перейдем, давайте заглянем в словари. Не думаю, что господин Ешкин нам скажет что-нибудь по этому поводу, но вы можете это найти, разделив эти два слова, это слово на два слова, на первое и на второе. И я думаю, что будет очень легко вывести смысл всего этого слова. Вопрос. Да, это вопрос. Я как бы просто помню без ешки. Хорошо, это вопрос, это было очевидно. Вопрос о чем? Очень актуальный. Подсказка, да. Для учащихся. Так что у нас получается? Вот это слово, как оно переводится? Как-то оно у нас Достигать, переводится? что ли? Что? Или вот, например, второе слово как результат. Или... Результат. Хорошо, давайте возьмем это значение. Добиваться, может быть, это получится. Результат. А первое тогда что? Тика результат. У меня вообще гоу вам показал. Go. Go результат. Да.
что не одного, но все время какие-то странные переводы дают. Он нас дает странный перевод. Give was там Юклемба, это будет как там, to give a test. То есть это сдавать какой-то тест, какой-то экзамен. Так вот, юг имеет значение бежать. В данном случае, ну, мандам у вас что-то тоже слабенько работает. Юг это экзамен. Юг где? А, какой-то экзамен? Да. Запишите. Экзамена. Результат экзамена. Читали. Что? Какие результаты экзамена? Нет, это у нас какое? Вопросительное или относительное? Ну, ты серии когда сдавать? Это у нас вопросительное или относительное здесь будет? Наверное, Какие мы записали значения с вами? Наверное, относительно. Нет, вопросительное. Что мы записали с вами? Читал значение. Похоже на что? Похоже на что? Какой? И как это переводится? Югдит, чидет. Какой результат экзамена? Вот так вот у них образуются эти так называемые самаса, сложные слова. Первое значение это экзамен. Второе слово это результат экзамена. Вот как вот это стало экзаменом, это большой вопрос. Дело в том, что в самом деле это бежать. Это глагол бежать. То есть, по всей видимости, как-то у них там что-то проверяли на бег. Ну, попросить прочитать все. Бюджет читали. Причем здесь, вот, по большому счету, должна быть назализация, должно быть чинджа. Никогда не слышал, чтобы это читали как чинджа. Но должна быть, по большому счету. Есть тут в переводе бежать тоже. Бежать тоже есть, но в данном случае это не бежать, это экзамен. Тест, Экзамен? экзамен. Урок еще есть так. Да, но это экзамен здесь. Стираю. Дальше идет чир. Чир помните с вами? Как это у нас переводилось? Мы проходили с вами. Нет, это было чин. Чин было. Чир ради. Да, ради чего-либо. Соответственно, чир как это будет у нас переводиться? Зачем? Зачем? Ради чего, собственно? Чичир. Чичир. В чир у нас что есть с вами? Фонетически что у нас там есть? Фонетически у нас что там есть? Придыхание. Да, у нас там есть придыхание. Чичир. То есть надо об этом помнить. Чичир. А как у нас в питерском диалекте тибетского языка придыхание? Чир. Как? Чир. Хорошо звучит. Написали? Ну, давайте я ниже напишу пример. Что тут? Вот теперь смотрите, вот это то, что с тибетским происходит постоянно. Здесь у нас есть какой-нибудь падеж? Показатели есть? Нет, смотрите. Появился. Что это у нас с вами? Какой это падеж? Родительный. Глагол у нас где стоит? В самом конце. Перед ним, если это у нас ми. Ми что у нас значит? А может значит человек. Перед глаголом, скорее всего, это отрицание или человек? Отрицание. Отрицание. Ну, может быть, конечно, человек, но вероятность меньше гораздо. Учитывая, что это все-таки тибетский язык, где очень строгий синтаксис. Ну и что у нас получается? Это мы знаем? Знаем. Это мы разобрали? Да. Разобрали. Что нам неизвестно? Вот, учить.
Так. Ученик. Нет. Ученик. Лоб и джом. Посмотрите оба, залезьте в словарь. Найдите лоб и джом, а потом лоб джом. А John purify, wash, то есть Нет, это одно из значений. Purify, wash. Должно быть еще одно значение. Учиться. Лоб учиться, джом учиться. Лоб джом учеба. И как это переводится? Через лоб джом сейчас. На русском надо через запятую поставить поганец. Какого черта ты не учишься? Да, собственно, это и есть. Читер, ой, вот вам прям тема для татуировки. На внутреннем сгибе локтя большим шрифтом набиваете на себе, и вот так вот и смотрите каждый раз, когда вы идете в кино. Или еще куда, я думаю, Саша надо на двух сгибах сделать. Это понятно, да? Чир лоуджоми час. Че у нас в каком будет тоне? В огульном, конечно, в каком еще? В каком у нас тоне будет чай? Стоп. Почему? Ну, в каком? Че? подписная, типа, она же поднимает тон. То есть С каких это пор? Нет. С каких это Нет. пор? Откуда Там вы такие? Я разве такое говорил когда-нибудь? Нет. Ята у нас на тон не влияет. Вот Приписная у нас на тон влияет? Не влияет. Влияет она у нас на что? Ну, она смягчает глаз. Да, на смягчение зла. То есть это у нас будет какой тон? Низкий. Низкий. Че. Чичер. Лоуджом мите. Что, будем таблички вешать надо? Какие Да таблички? не учащимся, зачем татуировки? А, Времени таблички ну, расставать во время урока. Да. Чичер лоуджом мите. То есть почему ты не учишься? Написали? Осознали? Задумались? Чип, это же ради чего или зачем, но не почему. Ради чего и в смысле почему? А какую роль здесь частица родительного поддержания? То есть по-русски это можно перевести по-другому. От чего? От чего? От чего вы, то есть, ну тоже здесь Чего, да. надо зрить в корень, в конце концов. Вот ты его найти еще. Вот чичир имеется в виду, что по какой причине? Чичир. Ради чего? По какой причине? Из-за чего? Вот из-за чего, наверное, очень хороший будет. Потому что у нас чир, помните, у нас как бы переводили, из-за чего? Вот чичир из-за чего? Почему? Почему ты не учишься? А без частицы родительного поддержания? То же самое. Здесь вот с этой частицей родительного падежа безобразие. Она может и быть, ее может и не быть. Легко. И так, и это. У нас с вами осталось 18 минут, мы с вами не успели сегодня закончить текст. Я так надеялся. Естественно, это было ясно, что у нас Да, я надеялся, что вы сейчас будете прям раньше меня все говорить. надежда украшает жизнь. Я вот не разобраться, это чью? Ваши или мои? Вообще украшает, это абстрактная уже жизнь. Диана, почему вы говорите чес? Вот они еще Если она хорошая, это украшает. Вот это мужчина. С, она просто, это не имеет никакого значения. Более того, это что-то типа, ну не совсем мещанское, но указывает на некое уважение. Это вот немножко похоже, сродни тому, как это делалось в 19 веке в России. Да. Когда для того, чтобы, да, выказать некую степень подхлемажа, говорили «дас», «нет», «ваше благородие». Почему они нам тебе обменяли? Сюда и нет, не скажет «дас». Вот это мы с вами тоже проходили, наверное. Не как у нас переводится. Ну-ка посмотрите в словаре, что у нас скажет словарь. Замечательный словарь, что он нас скажет. Я и в своем тоже посмотрю, что он там хочет сказать. How much? How much? Вот, именно есть. Где не вот это вот, значит столько, сколько. Столько вот можно написать даже.
Так вот, если столько, то чине это что будет значить? Сколько? Столько, сколько? Или просто сколько? Но лучше переводить, конечно, столько, сколько. Здесь два значения, надо смотреть по контексту. Может быть и столько, сколько, и сколько. Сейчас мы с вами посмотрим в примерах. Сколько? Они оба вопросительные. Нет, они бывают вопросительные, и бывают относительные. То есть, когда мы говорим, например, сколько бы ни было тучных овец, и что-нибудь там с этими овцами можно сделать. Так вот, сколько бы, вот это вот сколько, это не вопрошение здесь. Все сколько есть. А может быть сколько? То есть, в смысле, как вопросительное слово. Сколько есть, столько и надо. То есть, или сколько у тебя есть. Понимаете? То есть, вот и так, и так может быть. Такие вот они Как нехорошие. это можно сказать? Сейчас мы скажем, вот сейчас смотрите. Причем в текстах, вот это надо запомнить, в текстах это попадается очень часто. Причем я не знаю, почему у него так, обычно это пишется всегда вот. Вот так. Можно сказать, хела, чи, не, хим, или Можно и так сказать. сколько у тебя есть получится. Да, кёля джинеи, но так никто не говорит. Это письменный язык очень. И давайте напишем примерчик. Что это у нас? Ученик. Почему ученица? Вот это вот часто путает. У тибетцев, да, обычно ма обозначает женский род. Но так случается, у них очень часто существительные бесполые, то есть не обозначающие что-либо женского пола, просто ставится ма. Так очень часто происходит. Это ученик. Лоб-мо может быть? Сейчас, секундочку. И вот дальше очень интересно идет. Вообще какое-то, ну мне не очень нравится, что здесь происходит. У нас какая сейчас частица идет с вами? А в примере он пишет. То есть вот ему надо разобраться с этим учебником, но мне надо разобраться с его учебником. То есть там всем с чем-то надо разобраться. Вот это то, что обычно происходит. Я вот уже писал вам. Это то, как мы обычно пишем. Почему у него вдруг, где он объясняет чи, попадается джи, известно одному, неважно кому, лома, джинье. Дальше он еще добавляет еще чик. Что у нас получается? Это вопросительное? Безобразие. Что это у нас? Один. Да, один что? То это у нас что идет? Сколько? Сколько один? Да, ловма, чего? Ловма учеников есть. Ловма, слава Богу. Мы знаем, что говорится об учениках и их наличии. Дальше, видимо, он пытается что-то нам сказать. Давайте попытаемся. Джине это столько, чик один. А, всего один ученик. Нет. Джинечик это надо переводить вместе. Получается вот столько учеников. Сколько? Лома джинечик е. То есть сколько у тебя учеников? Вот этот чик, оно здесь совершенно не нужно, но джинечик, оно часто идет вместе. То есть сколько вот... Я даже не знаю, как по-русски сказать. Это невозможно, наверное, сказать по-русски. Но чик это можно игнорировать здесь. Здесь вот показатель единичности, он не нужен совершенно. Просто это такой оборот, который очень часто попадает. Джинечик. Но вот джинечик есть. Сколько есть учеников? Это все, что он пытается сказать. Вот это вот столько, джи, это что? Что столько, то есть сколько? Есть в текстах очень часто идет... Может быть, чик это как сколько точно учеников имеется в виду. Перечисли сколько учеников. Да нет, здесь не это имеется в виду, просто у него джине вот это вот обозначает, это определяется как некое количество, и поэтому он поставил чик.
То есть вот есть некое количество учеников, и он ставит после этого чип. То есть ему так, видимо, как-то легче было понимать. Написали? Давайте еще напишем пару примеров. Я надеюсь, хоть что-то мы сегодня закончим. Дальше у нас C с вами было, помните? То есть он здесь переходит, уже перешел к G. А ну правильно. Это моя ошибка. Давайте смотреть. У нас G должно было быть со сколькими примерами? Со сколькими примерами? С 5. Какой последний был? Какая последняя частица с G какая у нас была? Чир. После нее идут все частицы, которые пишутся с G. Это был мой недосмотр, и поэтому там он правильно писал. Он писал G нет, то есть я не доглядел и думал, что он все еще говорит о G, а на самом деле мы перешли уже на G. Поэтому нам надо дописать еще одну строчку, которая все объяснит. Вот эта вот строчка из текста, смотрите. Это мы разобрали с вами? Вот это вот мы с вами разобрали. Вот это вот те частицы, которые пишутся с G. Не с G, а с G. Но я все не возьму в толк. Что же он так пишет-то? Мы разберем с вами только вот этот пример на сегодня и на этом остановимся. Вот эту строчку еще одну. То есть, о чем он здесь пишет снова? Он здесь пишет о том, что После G. вот это G пишется с чем? С этими. G-не, GC, G-tar, G-shin, G-ke. То есть она образуется, вот эти вот слова, большей частью опять вопросительные, образуются с вот этой G. И здесь у нас получается первое, второе, третье, четвертое и опять пятое слово. То есть 5 слов. Давайте сейчас попробуем по-быстрому с ними разобраться, то есть распишем все эти слова и на сегодня остановимся. А разве так с Ч не употребляется? Обычно с G. В старых текстах очень часто бывает G-tar, но в соответствии с современной грамматикой тибетской, это пишется G-tar. Подобно чему, каким образом? Да? Каким образом обычно? G-tar. Подобно чему, да, каким образом? G-tar. Единственный из этих вопросов, который у Алексея Васильева там в разделе про вопросы. Ну, потому что у него, видимо, он разбирал то, что используется в разговорном языке. Вы, наверное, смотрели, какой из учебников смотрели? Ну, 2. Последний, 2014 года. Нет, у него есть учебник письменного языка и есть разговорного языка. Вы какой смотрели? Если вы смотрели разговорного языка, то там не должно Нет, попадаться. скорее всего, у него из 2 частей, как бы, один файл даже, который я смотрел, он из 2 частей состоит. G мы с вами разобрали. Сколько-столько, помните? Дальше мы с вами разбираем GC. Вот из этих вот 5 мы разбираем GC. До тех пор GC переводится. До каких пор или до тех пор? Вот в этом все и дело. То есть, в зависимости от того, как у вас используется это слово, смысл его может быть и тем, и другим. То есть, до каких пор или до тех пор. Кто недавно был на учениях? Кто приезжал-то, боже мой, последним? Нет, а до него? До него Раптен. Артемьевич, когда приезжал, кто-то просил обед и прибежище. Были такие люди? Были. Были. Тоже припоминаю. И вот у них, у этих людей, когда они повторяли вслед за учителем, они произносили строки «Джиси цой бардо». Давайте напишем. Знакомые слова есть?
Отлично, узнаем. Ага. Дальше есть еще какие-то знакомые слова? А, Нет. Что? Где че? Цо что значит? Да, существовать жизнь. Дальше. Цо это глагол, существовать, жить, быть. Дальше. Что еще такого? Бар что значит? Мы проходили с вами. Ну, это как раз когда помираешь, там и будет, о чем мы говорили. Но не совсем то. Там пишется Бордо, здесь написано Борду. Последняя частица не та. Что это значит бар? Смотрите, что такое бар? Между. Другое значение? Дальше. Middle, средний, что еще? Должно быть значение till, until, up to. Да, ну не может быть. Up to есть, это до у нас. В данном случае до. И что это такое? И что это такое? Поубиваю все. и это же частица. Губа, слава Богу. Чего частица? Варенья. Частица варенья. Нет? Родить падежа, слава Богу. То есть, до чего? Зачем здесь частица родительного падежа? Да. Пока. Цои, существовать, существование до существования. GC как переводится? До тех пор, как вместе, что это значит? До тех пор, пока существую. Да, до тех пор, пока я жив. Мы принимали обеды с вами в прибежище до тех пор, пока мы живы. И вот то, что вы говорили там, вяло мямлили в зале, GC, Цои, Барду, это значило, что я раб Божий Александр, до скончины живота моего. Вот это вы произносили. То есть здесь GC, Цои, Барду. Можно спросить, обеты прибежище даруется Если это махаянское, то обычно до достижения пробуждения. Но мы принимали общий обет, и они обычно говорится GC, Цои, Барду. Хорошо, а если мы напишем вот так вот, GC, Цои, Барду, это всем понятно? То есть GC это до тех пор пока. Это может быть вопрос. GC. Здесь давайте напишем еще. Это что это я пишу? Что это такое? До пробуждения, наверное. Так. Что здесь написано? До пробуждения. До пробуждения что? Опыта разум, да? Нет. Пока не достигнут. Да, пока не достигнет пробуждения. Ма это что это у нас? Нет. Отрицание какого времени? Настоящего было бы ми. Будущего было бы ми. Прошедшего. И глагол прошедшего времени. До тех пор, пока я не обрел л. Л в русском языке это тоже показывает суть прошедшего времени. До тех пор, пока я не обрел. Джиси чанчу матов гепарду. То есть до тех пор, пока в будущем я не обрету что? Пробуждение. Вот это то обычно, что как мы принимаем обеты махаянские, то есть до достижения полного пробуждения. Джиси чанчу матов гепарду. Написали? Джиси чанчу матовки. Ки, видите, здесь частица родительного падежа. Нет, я как она произносится, я вижу. Ки она произносится, ки. Чизи чанчу матовки парду. И так далее. Там будет формула. То же самое уже ТДВ будет, джиси намка не по... Джиси намка неба дам. Есть там первая строчка, 14 стих. Джиси это до тех пор, намка пространство, небо прибывает. Небо дам. Дам, что это у нас? И. До тех пор, пока пребывает пространство, и
Дальше он там говорит, до тех пор, пока проживают живые существа. Но вот это уже дальше. Так, истраиваем. Давайте еще один напишем, еще строчку и все, и закончим уже. Это наше совместное обучение с вами. Ой, боже мой, вот это и напишем, и пойдем отдыхать. Прям сегодня какой-то у нас цитатник, прям автор. Ну и попытайтесь найти, если не ошибку, то хотя бы отличие. Может быть, это ошибка, может отличие. Сейчас разберем. Поехали. Что у нас написано? Что у нас написано здесь? Щепа, это что это у нас? Знание. Пока не выучу. А последняя форма глагола это какая форма? Какая? Вы уверены? Позвоните другу. Вопрос залу. Какая форма? Будущее. Давайте гадать дальше. Слушайте, мы из 4 возможных уже 3 неправильных назвали. У вас теперь должен быть 4-й правильный. Какой 4-й? Так, уже будешь Ну да, пришли. 3 неправильных еще. Какой 4-й у нас может быть вариант? Нет. Какое? Громче. Повелительное наполнение. Правильно. То есть получается, что это значит? Учись. До тех пор что? Пока что не узнаешь, не выучишь. Джесим, Маше, вот здесь вот я бы написал все-таки Барду. До тех, чтобы было так, до тех. Он написал Барду, в принципе, тоже так можно. Но лучше давайте напишем Барду. Что-то Барду мне не понравилось. Джесим, Маше, Барду, Лоб. Учись до тех пор, пока не постигнешь. Не поймешь, не выучишь, не узнаешь. Не превзойдешь всех, в том числе и препода. Вот на этой нашей замечательной ноте мы эту татуировку на лодыжку. Как идете на йогу или в баню, так наклонились вперед, посмотрели и вспомнили. Написали?